Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Между Якутском и Нижним Бестяхом начали движение суда на воздушных подушках. При этом продолжают курсировать и паромы. Какой способ переправиться на другой берег выбрать? Елена Борисова освобождена от должности министра здравоохранения Республики Саха-Якутия в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава региона Эсен Николаев в своем телеграм-канале. Елена Афраимовна прошла практически через все звенья медицины, начинала свой трудовой путь с работы санитаром в первой республиканской больнице. Министром здравоохранения была назначена в 2018 году. Должность министра совпала с тяжелым периодом пандемии, и Елена Борисова показала себя как настоящий профессионал своего дела. Исполнять обязанности министра здравоохранения Якутии назначена Лена Афанасьева, врач-онколог с 25-летним стажем, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера. Об этом также сообщил глава республики Эсен Николаев. Под руководством Лены Афанасьевой онкодиспансер переехал в новое приспособленное помещение, благодаря чему удалось увеличить число операционных. Проведена работа по модернизации оперблоков и лабораторной службы. Закуплено современное оборудование. Сегодня депутаты Госсобрания Илтумен Республики собрались на очередную сессию. В повестке порядка 60 вопросов. В частности, обсуждают изменения в составе депутатского корпуса после выборов, а также перемены в структуре комитетов. Отдельный блок посвящен бюджету. Сегодня рассмотрен и принят закон о внесении изменений в государственный бюджет республики на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Обычно в конце года доходная часть составляет небольшую сумму. В этом году вот третьей корректировкой внесли дополнительных доходов более 20 миллиардов рублей. Это рекордная сумма. Из них надо говорить о том, что это наша заслуга нашего правительства. Это 18 миллиардов наших собственных республиканских доходов. Это налоговые доходы порядка 2,5 миллиардов рублей. И остальная сумма это 14 с копейками, почти 15 миллиардов рублей. Это дивиденды нашей родной компании «Алроса». В межсезонье между Якутском и Нижним Бестяхом традиционно курсируют суда на воздушных подушках. Также, пока не встанет лед на реке Лени, связь между двумя берегами продолжат держать паромы. В какую сумму обойдется поездка на Хивусе, знает Дмитрий Тымыров. Суда на воздушных подушках Ленатранса начали в этом году курсировать из 203-го микрорайона. Здесь под жилкомплексом «Парус» поставили будку. Это для удобства горожан. Зал ожидания для пассажиров. Сегодня между столицей региона и Нижним Бестяхом курсируют 6 хивусов. С 7 часов, часов до 6. А ездите туда-сюда по наполняемости или как? По наполняемости. На сегодня сколько стоит тариф? 1000 рублей. И вот сейчас в межсезонье вообще спрос есть или нет? Или сейчас как-то так? Спрос есть. Людей много ездит. А вот частники традиционно расположились в акватории городского пляжа. Здесь по данному маршруту курсируют более 10 судов. Стоимость проезда, как и у Ленатранса, у них 1000 рублей. По их словам, цены у них вырастут уже со следующей недели. Сколько это будет, от комментариев отказались. Между тем, по маршруту Якутск из местности Даркылах до Нижнего Бестяха до образования ледовой корки будут ездить и паромы. Как отметили в региональном министерстве транспорта, они будут осуществлять свою деятельность до конца этого месяца. Всего привлечено 12 единиц паромов. Работает по наполнению. Предварительно у нас, исходя из сложившейся гидрологической обстановки и прогноза погоды, у нас принято решение, что переправа будет работать до 22 числа. И дальше ежедневно будет корректироваться, исходя из погодных условий. Ну а в эти дни из речного порта Якутска последние рейсы совершает теплоход «Рукавишников». Уже в последующие дни, чтобы добраться до Нижнего Бестяха, жителям и гостям столицы придется воспользоваться только услугами хивусов, то есть судами на воздушной подушке. Они будут совершать рейсы до открытия автозимников. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Якутск.
В Амгинском районе стартовала всероссийская перепись населения. В поддомовых обходах заняты 33 переписчика, 4 контролера, 1 уполномоченный. Также установили 4 стационарных переписных участка. Все переписчики прошли обучение. Главное отличие переписи в этом году – ее можно пройти дистанционно. Для этого необходимо заполнить форму на портале госуслуг и показать переписчику QR-код. Кроме того, существует возможность самостоятельно подойти на переписной участок. 10 лет назад мы ходили по домам и собирали сведения в бумажном варианте. Сейчас, надеемся, будет удобнее. Хотя жителей стало больше, на каждого переписчика приходится примерно 700-800 человек, и за месяц мы должны обойти всех. Поэтому надеемся, что госуслуги все-таки принесут свою пользу. В текущем году 45 жителей Горного Улуса, состоящих на учете в Центре занятости населения, обучились новым специальностям по 11 направлениям. Большая часть выбрали профессии в сфере промышленности и строительства. Также 9 граждан прошли обучение по основам предпринимательской деятельности и на сегодняшний день открыли свое дело. Теоретическую часть изучали дистанционно, а практику проходили на месте. В Горном Улусе активно ведется работа по газификации. В связи с этим Центр занятости населения Горного Улуса в этом году обучили по 2 профессиям. На слесаря РГО и диспетчера АДС. Слесаря РГО у нас обучал мастер-спец, диспетчер АДС учебный центр «Навигатор». Обучение было дистанционное, практику проходили в филиале Горного ЖКХ. Село Бяськёль горного района обрело новую жизнь, и работа за 2 месяца проделана колоссальная. Без финансовой поддержки реализовать такой проект восстановления целого микрорайона было бы невозможно. И республиканские компании, в первую очередь «Алроса», выделили средства на строительство жилья. Мадина Халикова продолжит. Стихия 7 августа, уничтожившая целый микрорайон в селе Бяськёль, оставила только пепелище и разруху. Люди в одночасье остались без крова и нажитого годами имущества. Глава Якутии Айсен Николаев в этот же день дал слово. Дома восстановят к началу холодов. Из республиканского бюджета быстро выделили около 300 миллионов на все работы. Но для таких масштабов и учитывая сроки 2 месяца, также потребовались дополнительные источники финансирования. Арсений Сергеевич озвучил о том, что имеется договоренность с руководством «Алроса» о выделении 200 миллионов рублей именно на восстановление села Бяськёль. И именно эта новость, скажем так, сдвинула значительную, скажем так, сдвинула с точки сам процесс восстановления, потому что у подрядных организаций, вообще у всех, кто был задействован в восстановлении и строительстве домов, появилась четкая уверенность, что будет определенное финансирование, и не только на одном энтузиазме эта вся работа будет проводиться. Благодаря быстрым решениям подрядчикам, которых определил республиканский Минстрой, средства, поступившие от «Алроса», довели до строительных компаний через целевой фонд будущих поколений. Уже 20 августа в селе забили первую сваю, а 28 сентября менее чем за 6 недель ввели в эксплуатацию первый дом из экологичных и быстро возводимых МХМ-панелей. Кроме того, в домах газовое отопление, вода и все удобства. Для нас это была большая трагедия, для всех жителей республики, наверное, и компания, как основное бюджетообразующее предприятие, мы, конечно, вложили свои дополнительные средства. И я очень доволен, что тем, что я сегодня вижу, действительно громадная работа, масштабы впечатляют. Мы очень благодарны строителям, всем, кто принимал участие в восстановлении Бяськёля. Очень большое значение имеет, наверное, и внутреннее содержание, потому что по качеству это совсем другое. Да? Это не типично для наших сел, когда целый квартал он благоустроен, он имеет совсем новые стандарты жизни, новое качество жизни. Сейчас в Бяськёле строительство закончилось. Все 34 дома заселены, и 175 жителей обрели не только крышу над головой, но и благоустроенные территории, детские площадки, новые коровники и сельхозтехнику, скоростной интернет и, самое главное, убежденность в том, что в беде их никто не оставит. Благодаря таким социально ответственным компаниям, как «Алроса», в сердца людей вернулись покой и уверенность в завтрашнем дне. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Бяськёль, Горный район.
Идем далее. Ветеринары Хангаласского района проводят комплекс диагностических исследований. Профилактическая работа охватывает все формы хозяйств, которые держат крупный рогатый скот и других домашних животных. Ветеринары и фельдшеры проводят отбор сыворотки крови для диагностических исследований, вакцинацию против болезней. Такие мероприятия проходят 2 раза в год до начала зимовки и весной перед выходом скота на пастбище. Продолжается и завоз сена в районы, в том числе из других регионов Дальнего Востока. До Нового года в хозяйство Якутии должны доставить около 30 тысяч тонн грубых кормов. В основном сено перевозят в Усть-Алданский, Тампонский районы и в ряд наслегов Чурапчинского улуса. На сегодня первые рейсы уже осуществили аграрии Чурапчинского и Усть-Алданского районов. На местах рабочие группы составили акты о весе. Отметим, что один рулон сена в среднем весит от 250 до 350 килограммов. Напомним, по итогам кормозаготовительной кампании подготовили более 390 тысяч тонн сена, что составляет 82% от общего плана. На сегодняшний момент завезли около 250 тонн, около 700 тонн, в том числе извне региона. И большую часть перевозки планируем закончить до конца года с ориентиром уже на установление зимников. В дальневосточных регионах сейчас очень большие вопросы по африканской чуме свиней. Очень большую работу провел Департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия. И, в принципе, эти вопросы сейчас решаются. С отдельными регионами есть еще определенные проблемы, но вот с Забайкалья мы уже активно сено перевозим. В Мегино-Кангаласском районе управление соцзащиты совместно с Центром занятости населения в селе Майя проводит курсы, где обучают сиделок. Учат уходу за пожилыми преподаватели Якутского медицинского колледжа. Всего обучают 25 работников. Курсы длятся 1 месяц и состоят из теоретического и практического занятий. В конце учебы будущие сиделки сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и получают удостоверение. Компетенцию сиделка. Да? Наши студенты обучаются, как ухаживать за пациентами. Пациенты у них разные, в основном одинокие, пожилые люди. Они учатся с ними общаться, учатся обучать их к самоуходу. Также учатся таким функциям, как измерять артериальное давление, пульс, давать рекомендации по питанию, также измерять уровень сахара. Так, дают рекомендации по питанию, по личной гигиене. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.